Что такое помянник? Зачем нужно писать записки в храмах? Где открылись старинные фрески и без каких чувств не может прожить человек? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Порой человек, недавно начавший ходить в храм и желающий помолиться о своих родных и близких, теряется в различных наименованиях церковных записок: о здравии, об упокоении, на проскомидию, сорокауст, молебен, панихида, акафист. Как правильно их написать, а главное, зачем? Неужели недостаточно просто поставить свечку и помолиться за близких своими словами? В современной практике Русской Православной Церкви для поминовения своих близких используются так называемые записки, которые могут быть как о здравии, так и о упокоении. В древности, конечно, никаких записок не было, и каждый священник или даже епископ знал каждого прихожанина в лицо. Ведь в древности епископ ставился уже над 12 человеками. Если их было 12 христиан, уже ставился и епископ. В современной практике, когда численность прихожан увеличивается, люди становятся более мобильными, ходят в различные храмы, в различных городах даже зачастую. Конечно, знать каждого в лицо невозможно. Для того, чтобы попросить о молитве за себя, за своих близких, люди используют такую форму. На листочке бумаги пишут, о ком хотят помолиться. Молитва за ближних, живых и усопших является долгом и обязанностью каждого христианина. В древности в благочестивых семьях, где с уважением относились к христианским традициям, заводили помянник – особую книжечку, в которую записывали не только имена живых и усопших сродников, но и даты их рождения, дни, а порой и обстоятельства их кончины. Таким образом, помянник становился своеобразной летописью семьи, передавался из поколения в поколение. Церковная записка, подаваемая нами в храме о здравии или об упокоении, в сущности является разовым помянником. Помянники и записки как по своему внешнему виду, так и по употреблению могут быть названы богослужебными книжками, ведь на них изображают Святой Крест. Они вносятся в алтарь, читаются во время божественной литургии перед Святым Престолом. Какие бывают вот эти записки? Это записка на проскомидию. То есть, опять-таки, в древности люди приносили для литургии хлеб, вино, все то, что необходимо для совершения таинства. И в благодарность об этом приношении священник поминал их в своих молитвах. Сегодня форма приношения меняется. Чаще всего это пожертвование в виде каких-то денежных средств. И люди записывают имена себя, своих близких, о ком бы они хотели, чтобы была вознесена молитва. Это могут быть как и живые, так и усопшие. Важным здесь оказывается то, чтобы эти люди были членами церкви, чтобы они были крещенными православными христианами. Такие записки подаются на проскомидию и литургию. Священник из просфоры вынимает частичку за каждое имя и в конце литургии погружает кровь Христову. Это, можно сказать, самая высшая такая степень поминовения, когда под символом этой частички, небольшой части хлеба из просфоры, предполагается память о самом человеке. Подавая записку, вы будете уверены, что о перечисленных в ней именах будет молиться священник. Конечно же, молитва в храме из уст священнослужителя будет намного сильнее, чем ваше домашнее воззвание к Господу. Причем возноситься молитва будет во время прохождения службы, а это придаст ей еще большую силу. Домашняя молитва, как правило, не имеет такой благодатной силы, как молитва общая, соборная, молитва церкви. Помимо записок, подаваемых на литургию, могут быть поданы и другие записки с просьбой о самых различных прошениях. Это и благодарение Богу, это и записка на молебен, в котором мы просим у Бога помощи в путешествии, страждущим от недугов, при хирургическом вмешательстве и на всякую другую потребу, которая случается в жизни, могут случиться в жизни каждого человека.
Благодарственный молебен – это благодарение о получении прошения и о всяком благодарении Божьем. Каждый христианин должен не только просить у Бога, но и благодарить Его за оказанные благодеяния. Заказывать благодарственный молебен можно не только за то, что Бог дал нам просимое, но и в благодарность за то, что Господь дал нам силы переносить какие-то трудности, дал нам минуты радости и исполнения желания, за то, что Он не оставляет нас. Особого вида записки о упокоении, в которых мы вписываем наших усопших близких людей. Также они должны быть крещенными, являться членами церкви и сознательно не отвращаться от церкви, от Бога и Его заповедей. Как молимся мы о живых, так должны молиться и за умерших, и не только за ближайших сродников, но и за весь свой род, за всех, кто сделал нам добро в земной жизни, помог и научил. Умершие, хотя и отошли от нас, и пребывают плотью в земле, а душой у Господа, они не исчезли и продолжают жить невидимой для нас духовной жизнью. Бывают ситуации, когда люди спрашивают, а что вдруг, если мы записали человека не в ту записку? Например, написали о здравии человека, который через некоторое время отошел в иной мир. Как теперь найти эту записку? Где она? И бывает, что трудно найти и переписать. Если это возможно, то это делается. Например, в специальных книгах, в которых записываются многодневные поминовения, там можно переписать из книги о здравии в книгу о упокоении. Если же такой возможности нет, то мы знаем, что любая наша записка и молитва – это не какое-то колдовство, это не какое-то заклинание. И Господь точно знает каждого человека как личность. И наше поминовение даже, может быть, не соответствующее действительности, например, о усопшем как о живом, не принесут человеку никакого вреда и не будут являться грехом, конечно, если это не делается намеренно. Или наоборот, человек иногда по неведению о ком-то молится как о усопшем, а человек жив. Был, например, без вести пропавший, тоже не будет грехом в том случае, если человек делает это не намеренно, а из любви и из благих побуждений, чтобы помочь человеку своей молитвой. Среди церковных записок можно выделить записки, подаваемые на разовое поминовение и на некий период. Разница между ними следующая. Поминовение по разовой записке проходит однократно на богослужении, а записка, подаваемая на период, исполняется на каждом богослужении в течение всего периода. Записки, которые подаются на литургию или на молебен, как правило, прочитываются вот в конкретный день за конкретным богослужением. Бывает так, что мы просим в храме, чтобы молились о нас в течение нескольких дней. И самой распространенной, вот такой многодневной молитвой является так называемый сорокауст. Сорокауст – слово церковнославянское, и буквально можно перевести как «молитвенное поминовение в течение 40 дней». Каждый день в течение 40 дней возносится молитва. Сорокаусты бывают точно так же, как о здравии, о живых, так и о упокоении, о усопших людях. Помимо 40 дней, сорокаусты могут читаться в течение полугода или даже целого года, или, в принципе, еще какого-то срока, в течение которого о человеке будут усердно молиться за каждым богослужением. Обычно в записке не пишутся более 10 имен. Если вы хотите написать еще несколько имен, то нужно заполнить другую записку. Имена пишутся в родительном падеже. В записках не указываются фамилии, отчество, звания, титулы и степень родства. Ребенка до 7 лет в записке можно указывать как «младенец», а детей с 7 до 14 лет – «отрок». Записка, в которой вы хотите упомянуть священнослужителя, всегда подается с указанием его сана. Часто задают вопрос, как молиться, в каких записках подавать о людях некрещенных или являющихся приверженцами другой религии. То ответ на этот вопрос таков, что в домашней молитве этих людей можно поминать всегда. Если, допустим, у матери-христианки дети не крещены по какой-либо причине, она может и должна молиться о них дома.
каждый день, в любое время. Никакие формальные правила не могут заставить любящее сердце делать иначе. И обращаться к Богу, в которого верит человек, никто ему не запретит. В церкви же, как собрание верующих, такие молитвы возможны, но не для всеобщего употребления. То есть человек может также прийти и про себя помолиться, но подавать записки о некрещенных все же не следует. Некоторым исключением могут стать молебны, где не вынимается частица и не погружается в тело Христово. Опять-таки, это не общее правило, а как некое дозволение для того, чтобы утешить человека, переживающего о своем некрещенном близком. Понимая, что самое большее, что мы можем сделать для наших близких, особенно усопших, это подать записку о поминовении на литургии, не стоит забывать помолиться о них дома и совершать дела милосердия. В наше время, когда люди много ездят и бывают и за границей, и в других православных церквях, важно помнить о той особенности, что, например, в греческой православной церкви, как и в некоторых других, допустимо крещение человека с именем, которого нет в святцах. Это традиция именно нашей русской православной церкви. Поэтому бывает так, что человека крестят с именем, например, Эдуард или Станислав. Действительно, этих имен в наших русских святцах нет, но человек может быть крещен и с этим именем. Если в жизни как кого-то из вас случилось именно так, ничего страшного нет. Конечно, ни о каком перекрещивании речи быть не может. Просто нужно, придя в храм, спокойно объяснить тому, кто будет принимать от вас записку, что вы действительно крещены с этим именем. И чтобы не возникало лишних вопросов, можно взять с собой свидетельство о крещении, где это документально подтверждается, чтобы не было лишних вопросов. Епископ Николай Сербский говорил: «Можешь помочь человеку – помоги, не можешь помочь – помолись, не умеешь молиться – подумай о человеке хорошо, и это уже будет помощь, потому что светлые мысли – это тоже оружие». В начале июля, во время косметического ремонта Спасского храма города Уфы, открылись скрытые под штукатуркой и несколькими слоями краски старинные фрески. Несколько фрагментов были открыты еще в начале 2000-х годов. Использование восковой основы красок и поверхностного слоя способствовало сохранению цветовой гаммы и контрастности штрихов. К сожалению, значительные участки фресок были сбиты до кирпичной кладки еще в советские годы, а открытые фрагменты сильно пострадали от нанесенной штукатурки и краски. Тем не менее, вновь появившиеся фрески стали настоящим подарком для прихожан, расценивших это событие как настоящее чудо. Архивные документы описаний росписей храмового помещения и открытые фрагменты указывают на сюжетную последовательность библейских тем. Техника иконописной росписи храма соответствует византийской школе иконописи VII-XII веков. Уникальность и художественная ценность храмовой живописи Спасского храма города Уфы заключена в авторском решении библейских сюжетов с отклонением от иконописных канонов русского православия. В данный момент требуется привлечение высококвалифицированных специалистов по реставрации настенных фресок и живописцев для воссоздания всех росписей храма.
На месте современной Спасской церкви с XVII века существовала деревянная церковь Благовещения Божией Матери. После Пугачевской смуты в Уфу стали приносить из Елабуги чудотворный образ Спаса Нерукотворного. С нашим храмом был связан очень интересный случай, можно сказать, чудо. Однажды был организован крестный ход и несли икону Спаса Нерукотворного. И примерно вот в этом месте икона остановилась и не дала себя нести. И только после того, как прихожане дали обещание, что на этом месте будет построена церковь Спаса Нерукотворная, икона позволила себя идти. В 1779 году рядом с Благовещенской церковью был построен Спасский храм. При Великом пожаре Уфы 1 июля 1821 года обе деревянные церкви сгорели, а 30 мая 1824 года на месте пожара старанием священника Иоанна Несмелого и прихожан был заложен новый двухпрестольный каменный храм. Спасская церковь была построена по подобию знаменитого Казанского собора в Санкт-Петербурге. Строительство велось на пожертвования прихожан и растянулось на 21 год из-за недостаточности средств. Фасад украшала колоннада из 36 колонн с 2 колокольнями по краям. Все пространство внутренних стен храма было расписано. Это была единственная двухколоколенная церковь в городе и уезде. Постановлением Президиума в ЦИК Башкирской АССР в 1929 году Спасская церковь была закрыта. В советские времена Спасский храм, конечно, очень был обезображен. Все было уничтожено, колокольни снесены, купол, барабанный купол тоже. Осталось просто вот одно такое небольшое здание. И здесь, конечно, он был использован совершенно под другие нужды. Здание было приспособлено сначала под общежитие техникума, потом в нем находилось управление кинофикацией БАССР. Затем в нем расположились столярные мастерские реставрационного управления Министерства культуры Республики. В 2004 году в соответствии с указом президента республики и приказом Министерства культуры республики здание Спасской церкви было передано на баланс Уфимской епархии. В августе 2005 года совершена первая после 76 лет со дня закрытия божественная литургия. После стольких лет испытаний Спасский храм потерял былое великолепие, но он все так же дорог и значим для верующих. Мы надеемся, что этот храм обретет былое величие и так же, как и раньше, будет радовать прихожан своим колокольным звоном. Ежегодно 30 сентября православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Эти мученицы жили во II веке в Римской империи. Родом София была из города Милана, но овдовев перебирается в Рим, где растит своих 3 дочерей, старшей из которых на тот момент было всего 12 лет, младшей – 9. В то время правил император Адриан, который отличался своей мудростью и считался покровителем философии, культуры и прочих наук. Но когда он узнает, что вот эта семья является христианами, он предает их на мучение. Вообще память этих мучениц стоит особняком. Даже если сравнивать с другими мучениками, они их помнят больше и удивляются подвигу и событиям, которые совершаются с этими детьми. Этот император предает их на мучение по одной простой причине, что до них был совершен донос. Дело в том, что в те времена в Римской империи главным считалась эта целостность государства. Личность отдельного человека не воспринималась всерьез, и главное было сохранить государство в единстве. Христиан было много, они распространялись, их количество увеличивалось, но гнали их только тогда, когда на них кто-то жаловался.
Император был объявлен божеством, и христиане отказывались ему поклоняться. И поэтому христиане были преступниками уже по своему одному названию. И когда совершен был донос на Софию, что она воспитывает своих детей в христианской вере, императору некуда было деваться, и он действительно хватает их и предает на казнь, на мучение. Действительно, София и ее дочери были мучимы, жестоко мучимы гонителями. И первой идет на страдание старшая дочь Вера, позже помладше Надежды. И самой последней была до смерти замучена младшая, 9-летняя Любовь. При всем этом их мать была рядом, и ее заставляли смотреть на то, как страдают ее дочери. В христианской традиции считается, что вера, надежда, любовь и София показали, что людям, укрепляемых Святым Духом, недостаток физических сил не мешает проявлять мужество и силу Духа. Само житие, само жизнеописание этих мучениц часто заставляет нас думать о том, как могла мать отпустить своих дочерей на эти страдания. И часто в упрек нам, христианам, звучат такие слова со стороны скептиков или атеистов, что это за такая вера, что заставляет человека идти на подобные мучения. И почему мать не удерживает своих дочерей, а наоборот, как повествует житие, подбадривает их, чтобы они не отступили от пути мученического. Святые отцы объясняют, которые комментируют произошедшее, что если человек воспринимает христианские ценности как абстракцию, как что-то формальное и внешнее, то в таком случае действительно поступок Софии является большим преступлением против своих детей. Но для нее Христос – реальность. Она видит другую жизнь, реальность другого мира. Ведь мы помним, что с греческого языка слово «мученик» буквально переводится как «свидетель». И она свидетельствует о том, что Господь открывает ей совершенно новые перспективы, совершенно новый мир, который она уже сейчас предвкушает. Что и дает ей силы ободрять своих дочерей, чтобы вынести достойно эти страдания ради чего-то большего, ради чего-то более настоящего и ценного. Поэтому 30 сентября особый день в жизни Церкви. Мы вспоминаем вот этих свидетельниц, которые свидетельствуют не только своей жизнью, но и своей смертью о реальности Христа, о том, что Его заповеди, Его Церковь, они реальны и сплетаются с их жизнью. И, глядя на них, и мы точно так же просим у Бога нам подобной бескомпромиссной веры и уверенности в том, что вся наша жизнь направлена на единство с Ним и достижение Его подлинного Царства. В каждом человеке в душе обязательно должна жить вера, надежда и любовь. Эти три чувства, без которых человек не живет полноценной жизнью. Мы очень часто относимся потребительски и друг к другу, и к церкви, и даже к святым угодникам. И часто слышится такой вопрос: а что просить у того или иного угодника Божия? Так вот, чего можем просить о вере, надежде, любви и их матери Софии? Но прежде всего их имена мы прекрасно видим, что это название христианских добродетелей, которые порождает София, то есть в переводе с греческого «мудрость». Мудрость порождает и веру, надежду и любовь. Не случайно эти добродетели названы главными в христианстве. Вот об этом и следует их просить прежде всего. В этот день принято посещать храм и молиться перед иконой святых о различного рода помощи и наставления на истинный путь. Молитва перед данной святой иконой также помогает построить крепкую, надежную семью и обрести семейное счастье. Также перед святыней просят о рождении и здоровье детей.